первым делом хочу всех вас поздравить с наступившим Новым годом, Рождеством, всем семейного благополучия, счастья и чтобы в нашей любимой стране все было хорошо в каждом доме, в каждой семье. Вот, с этого я хотел начать. Но мы приняли решение не портить праздник после основных праздников, выйти с пресс-конференции для того, чтобы объяснить свою позицию, рассказать о том, что было, потому что не все, наверное, знают о деталях происходящего, поэтому мы готовы на все вопросы ответить. Вот. Что касается первого вопроса, это соглашение ратифицировано, но никаких изменений в соглашении не внесены. То есть это вообще юридически даже было невозможно, соглашение не предусматривает изменения, дополнения и так далее. Что было сделано? Были приняты ряд абхазских законов, о которых говорил Ахра, в нарушении регламента и всевозможных правил. Были приняты законы, которые затем могут вносить изменения, значит, в соглашение. И мы все изначально понимали, что таким путем идти нельзя, что надо отозвать. Наше требование было однозначное, по крайней мере до митинга, что надо отозвать соглашение и внести в него изменения для того, чтобы переподписать его, для того, чтобы это соглашение не противоречило нашей Конституции, нашим законам. Это было наше убеждение. Этот вариант, что можно изменить наши законы, приняв конституционный закон, для того, чтобы потом влиять на соглашение, мы вообще в принципе не обсуждали. Когда в ходе, значит, в ходе митинга, мирной акции, нам был предложен, вот всем, кто здесь сидит, был предложен этот вариант в том, что вот так можно пойти по такому пути. Мы, вот кто здесь сидит, они скажут, но я скажу про себя, значит, от лица комитета мы отвергли этот вариант, сказали, что мы не можем идти по такому пути, потому что он тоже нарушает нашу Конституцию, наши законы. Идти, чтобы принять эти решения в дальнейшем, чтобы двигаться, надо отозвать это соглашение, создав согласительную комиссию по написанию нового соглашения, в котором будет учитывать наши интересы национальные, плюс будет в рамках нашего законодательства и Конституции. Вот такое однозначное решение было у нас. Мы об этом заявили, сказали, мы не уйдем с площади. Мы ждали сессию в 11 часов, ждали того, что к мирной акции присоединятся жители Абхазии, начиная там с Андрепща, заканчивая там Галом, что все также выскажут свою точку зрения по этому поводу, и мы дальше будем двигаться в этом направлении. Естественно, для нас в тот момент была очень непонятная ситуация. Вообще никто из нас подумать не мог, что это было где-то в районе 3 часов, наверное, когда мы
говорили о том, ночи, когда мы говорили о том, что мы не принимаем этот вариант решения вопроса и настаиваем на том, чтобы отложить сессию и, значит, доработать в совместной комиссии, доработать соглашение. Вот. И совершенно непонятно было нам, как можно там, в 5-6 утра проводить сессию таким образом, что я не знаю, как значит, за спиной у общественности, у народа Абхазии принимать решения. Мне кажется, это вообще ни в какие рамки не входит, да, сегодняшней конституционного поля, когда, как, не знаю, воры, как будто что-то вот они ночью должны сделать и так далее. Поэтому для нас было понятно, что, во-первых, раз обсуждались такие законы, значит, было понимание у власти, у депутатов, что соглашение не соответствует нашим национальным интересам и нашему законодательству. То есть вот принятие этих законов – это признание, что соглашение ущербное. Это было очевидно для нас. И поэтому, если оно ущербное, зачем еще раз делать ущербным наши законы, нашу Конституцию, когда можно было с российской стороной обговорить о переподписании соглашения, где бы мы не нарушали наши законы. Это первое. Второе, то, что такой пример уже был в нашей истории, мы уже об этом говорили, когда вот стратегическое соглашение 2014 года, союзническое, между Абхазией и Россией, был один проект, обсуждался, в итоге пришли к согласию обеих сторон к новому, значит, договору, и всех этот договор устроил. То есть и в этой ситуации мы не видели такой трагедии, чтобы это соглашение переподписать, и чтобы это соглашение, потому что оно не носит стратегический смысл, это соглашение, но для Абхазии это очень важный документ, потому что мы потеряли по этому соглашению суверенитет на части территории нашей. Для нас это очень важное событие, потому что это может стать прецедентом, по которому мы будем, вот, то есть по этой же схеме ночью собирается парламент, принимает какие-то решения непонятные, и также может создаваться новые анклавы, где наша юрисдикция не будет действовать. То есть для нас это было принципиально, чтобы не было прецедента создания территории, которая выходит из-под юрисдикции Абхазии. Вот. Что касается следующего вопроса, который мы хотели с вами обсудить, это про то, что мы будем дальше делать. Да? То есть мы не опускаем руки, не говорим, что мы не готовы дальше продолжать борьбу. Мы считаем, что эти события подталкивают нас к продолжению национальной борьбы за выживание, за свою государственность, за суверенитет. И это ни в коем мере не связано с выборами, это не делается ни под какие выборы, потому что мы считаем, что если будут приняты законы, которые лоббируют сегодня президент и власть в целом, это закон об апартаментах, закон об энергетике, о взаимном признании судебных решений,
то все эти законы приведут к лишению суверенитета Абхазии, к ее демографическому суверенитету, и фактически ни о какой власти дальше говорить не придется, потому что это лишит абхазский народ своей государственности, своего суверенитета. Поэтому сегодня на этом этапе мы считаем, что надо объединить все усилия для противостояния этим антиабхазским, антинародным законам. Они приведут к, я уже сказал, каким плачевным результатам, и поэтому мы предлагаем, объединив усилия всех, которые готовы идти до конца, готовы не идти на компромисс ни с своей совестью, ни с теми принципами, ради которых мы воевали, ради которых мы столько лет прошли через трагедии и горе. Не для этого мы все это делали, для того, чтобы сейчас, значит, все эти наши принципы мы оставили в сторону и шли на какой-то компромисс, конформизм и так далее. Извините, если я был многословен.